Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так. Кто совсем скоро свалится, как снег на голову? Кто объявится, кто появится, кто новенький появится в вашей жизни? Если тема интересна, присоединяйтесь. Загадайте на себя и давайте посмотрим. В прошлом видео я использовала оракулы. Вижу, вам понравилось. Давайте и в этом видео после отсыпочки уточним, либо посмотрим, либо возьмем вам советик. Будем смотреть по ситуации. Так, я думаю, что все уже настроились. Убираю назад. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Вот даже не знаю, с кого начать. Знаете, так много людей вышло, и все в основном с левой стороны идут. То есть это люди, которых вы действительно не ждете. Вы не ждете этих людей, вы не ждете встречи с этими людьми, знакомств не ждете, гостей не ждете. Смотрите, как много персонажей. О, интересная у вас жизнь начинается. Так, ну давайте начнем с самого главного. Видите вот эту фигурочку? Девчоночки, кто у меня не в паре и не в браке? Мои хорошие, вот же он, вот он идет к вам. Потенциальный жених, потенциальный муж. Вы знаете, а мужчинка-то неплохой, интересный, очень интересный. О, прекрасная возможность наладить личную жизнь. Вы знаете, не пустой идет. Смотрите, в руке что-то вам несет какое-то предложение. Но смотрите, возможно, кто-то из вас уже этого человека знает. Да? У какой-то части из моих дорогих зрительниц отыграется так, что с этим человеком вы давным-давно уже знакомы. Но волей судьбы общение между вами прекратилось. Там разошлись, разъехались, раздружились, да? Так тоже иногда бывает. Вот. Человек целенаправленно идет в вашу сторону. Понимаете, вы о нем не помните, позабыли уже. А он-то все время о вас помнил. Все время, знаете, так сидел и мучился, принимал решения, там все обдумывал, взвешивал, перевешивал, там прямо и сомневался, и восхищался. Что он только не делал, девочки. Вот. И вот оно решение, что это вы. Вы и только вы. И знаете еще, как интересно. У него голова вот прям факелом горит. А это, я вам скажу, не просто так. Это говорит о том, что человек загорелся вами. Вы полностью завладели всеми его мыслями. Он, как говорится, без вас жизни не видит, будущего не видит. Девчоночки, ну тут сразу напролом предложение руки и сердца. Вот прям ворвется, скажет: ага, ты меня забыла, а я ведь тебя помнил. Все, никуда не денусь, не уйду, не отстану, пока моей не станешь. Вот кого-то прям дословно так и отыграется. Так, ну вы, конечно, в шоке. Тут даже скрывать не буду. Вижу, что вы в шоке. С кем-то тут консультироваться начнете, советоваться. Да, ну он так шороху наведет прилично, я вам скажу. Интересно. Кто у меня по второму пути пойдет? Да, у кого-то играется, что этого человека вы не знаете. Вы-то его не знаете. А он уже в сегодняшнем дне вас знает, вас видел и уже успел в вас влюбиться. Видите, голова-то горит вами, девочки. Вот. Знаете, вот прям он прям сидит и видит вас идеальной парой, да, идеальной женой, идеальной хозяйкой его жизни. Вот прям себе представляет.
ой, девочки, ну точно замуж пойдете, ну точно жизнь свою личную наладите, вот 100% вам говорю. По крайней мере, понятно, что никто вас силком тащить замуж не будет, да, воровать невест не принято в наши часы, но мужчина будет добиваться, он очень такой, знаете, настойчивый в отношении вас, прям проявит все свои скрытые и открытые способности, да, на то, чтобы вас уговорить, убедить, что он вам подходит. Ну, интересный, очень интересный. Жизнь ваша заиграет красками, вот прям как радуга заиграет. Смотрите как. То, как говорится, пусто, то попробуй откажись, да, измором брать будет. Да. По поводу этого мужчины, к сожалению, я не могу уточнить, давайте лучше на оракулах уточним. Просто это же общая отсыпка. Вот показали его большой фигуркой, ну показали, что, возможно, знаете, да, возможно, новый, что горит к вам показали. А больше, к сожалению, никаких вот прям таких подробностей про него я не могу вам сказать. Ну, я надеюсь, что оракулы нам объяснят. Как раз этот вопросик мы про мужчину и посмотрим. Дальше, мои хорошие. Здесь о вас вспомнит какой-то ваш бывший работодатель, да, ну, женщина либо мужчина, кто-то вот прямо о вас вспомнит. Здесь будет разговор, скорее всего, по телефону будете говорить, ну, может быть, в каких-то мессенджерах общаться. Человек вас будет просто умолять вернуться обратно. Вернуться, да, вот так и скажет: все, пропадаю, вот без тебя контора обанкротилась, да, вот клиентов нет, ничего не делается, там, ничего не работает, пожалуйста, вернись, спаси нашу компанию. Да, много вы о себе услышите, много узнаете, особенно кто, ну, скажем так, был несправедливо уволен, либо отношение было несправедливое. Ну, как реванш возьмете, Я не вижу, чтобы вы прям согласились. Кто-то может и согласиться из вас. Ну, а многие вот прям как поковыряют этого нехорошего начальника, да, цену себе понабивают, а потом скажут: а я не хочу, а я передумала. Ой, повеселитесь от души, честное слово. Прям чувствую, как у вас на сердце тепло от этой ситуации. Вот как отместку сделаете за все то нехорошее, что вам причинили, за все эти неудобства и за все эти гонения, которые вы пережили. Так, еще один момент. Но здесь какие-то родственники. Причем либо очень дальние, либо, возможно, родственники вашего мужа, вашего бывшего. Может быть, родственники со стороны вашего даже отца. В общем, людей вы этих фактически не знаете. Ну, может, так пару раз в жизни видели, либо слышали пару раз об этих людях. Смотрите, им что-то будет нужно от вас, и они прям будут стараться пыхтеть, кряхтеть, налаживать связи между вами. Будут бить на родственную связь и говорить: ну как же так? Мы же родня, но так же нельзя. Давай-ка общаться. Вам будет, честно, неприятно. Вот неприятно. Вы этих людей не знаете, знать вы их не хотите. У вас прям интуиция таким, знаете, в рупор закричит, что что-то здесь не так, что-то абсолютно здесь не так. Вы поверьте своей интуиции. Правда, мысли у них какие-то нехорошие. Какой-то вот там секретик есть, да, что-то, какой-то подвох. Ну, либо попользоваться вами хотят, да, либо какие-то свои проблемы за ваш счет решить. Как только у них там все наладится, так они опять забудут, что вы родственники. Понимаете? Вот. Будут настойчиво пытаться там как-то вот общаться, приезжать, либо вас приглашать. Но я вижу, что вы не захотите. И правильно сделаете, кстати. А кто по доброте душевной поведется на всю эту родственную муть, ну, мои хорошие, кто же вам виноват? Кто же вам виноват? Вот подумайте, может быть, действительно вам нужно этот жизненный урок получить, да? Еще раз обжечься, и, может быть, так поймете, что не все эти родственники, кто об этом заявляют, и там по факту родственниками являются. Так, идем дальше. Какой-то очень приличный дяденька появится в вашей жизни. Он, сразу скажу, не для любви, не для отношений и не для дружбы. Скорее, как для службы
либо для каких-то, может быть, узконаправленных целей. То есть, возможно, это дяденька хороший доктор, хороший юрист, хороший там специалист в каком-то там деле, да? Может быть, он хороший мастер по ремонту, чего бы то ни было. Но такой спокойный, рассудительный, малоразговорчивый, но очень профессиональный, прям очень. Девочки, ну вот прям, как, знаете, взглядом умеет все строить, делать, да, создавать. Просто удивительный человек, внешность абсолютно не соответствует внутреннему содержанию, да, начиночки не соответствует. А вам, ну, удивляться и удивляться, да, вы будете думать, ну как же так? Выглядит, ну, там, неаккуратно, небрежно, либо вообще, да, как-то смешно он, может быть, одевается, а при этом такая умничка, такой молодец, ой, ну прям уважать будете этого человека. Вот судьба вас ведет с этим человеком. Девочки, вы делаете, что хотите, но прям, я не знаю, возьмите все его контакты, телефон, адрес, там, не знаю, социальные сети, телефон его мамы, там, его детей, чтобы вы его не потеряли. Таких людей уникальных мало, да, штучные люди. Вот. Надо держаться этого человека. Вы понимаете, вот если вы с ним поработаете, посотрудничаете, либо он вам помощь какую-то окажет, девчоночки, ну это ж лучшее, что с вами происходило. Вот. Вы его людям будете рекомендовать, там, своим знакомым, приятелям. Ой, вам люди будут просто благодарны, потому что не человек, а золото. Вот то, чем он занимается, он просто действительно как золото. Вот. Вижу, что кто-то, ну, прошляпит этот момент. Да? Возможно, вы телефон не возьмете, возможно, вы там, не запомните фамилию этого человека, да, а потом жалеть будете, что потеряли контакт, искать будете. Поэтому сразу видите, что человек хороший. Но это мужчина и такой, знаете, постарше, чем он будет. Сразу берите все контакты. Сразу, вот прям, не исходя с того же места. Но тут вам очень повезет. Так, еще момент. У кого-то новые соседи, либо к вашим соседям кто-то приедет в гости, например, да? Может быть, вы с соседями хорошо общаетесь, приедут там родственники к вашим соседям, вот, вместе пообщаетесь. Я вижу, что у вас новое знакомство идет. То ли как семья, ну, может быть, как там, муж с женой, может быть, там, мать с ребенком, либо отец там, с сыном. Вот. Идет как два новых человека вот где-то по соседству. А может быть, действительно новые соседи, вот переедет семья в составе 2 человек. Вот. Очень хорошие люди. И люди, которые что-то вот уникальное знают. Да? Вот есть какой-то уникальный опыт, либо может быть, они занимаются тем, чем бы вы хотели заниматься. Да? Вот чем-то они могут вам помочь, в чем-то подсказать, раскрыть какие-то тайны, объяснить какие-то тонкости, там, секретики. Да? Вот идет очень хорошая информация. Я вижу, что вы с этими людьми и познакомитесь, и пообщаетесь. И благодаря этим людям, ну, либо какое-то решение судьбоносное примете, либо продвинетесь в том деле, каким вы занимаетесь, либо хотели бы заниматься. Но это полезно. Это знание, это то, что подталкивает вас вперед. Так, еще момент. Ну, тут дружба больше похожа на дружбу. Если у вас есть детки, у вашего ребенка будут новые друзья, либо новый друг. Может быть, вы куда-то переедете, либо наоборот, кто-то переедет в ваш район. Я вижу, что у него либо у нее новая дружба. Соответственно, ваш ребенок с кем-то подружится, а вы подружитесь с его мамой, да, с мамой. Очень хорошая женщина, очень хорошая. Правда, очень разговорчивая, прям, знаете, такая тараторит. Вот. И поди пойми, что она там говорит, но очень веселая, очень добрая, открытая женщина. Вот вижу, что вы с ней будете очень приятно проводить время, будете общаться, и детские вопросы обсуждать, и какие-то жизненные вопросы обсуждать. У нее очень много свободного времени. Возможно, она даже вам с чем-то, либо в чем-то будет помогать. Может быть, будет ходить, там, отвозить детей в школу, забирать детей в школу. Времени много, почему бы и этим не заняться. То есть идет не только дружба,
Идет не только приятно проведенное время вместе, но и какая-то помощь. Помощь идет. Если вы бабушка, возможно, да, тоже познакомитесь с другой бабушкой, да, и будет вам с кем пообщаться, на кого опереться, да, кто сможет вам помочь. Так, идем дальше. Здесь какие-то творческие люди вышли, творческие. Вот они творят, может быть, они картины пишут, может быть, они музыку там сочиняют, играют, может быть, выступают даже где-то. Очень интересные люди, молодые. Ну, либо молодо очень выглядят. Смотрите, вы как будто бы в этот творческий коллектив, но не попадете, да, не станет. Кто-то, кстати, станет участником творческого коллектива, но у большинства отыграется, что вы как приобщитесь к прекрасному, к какой-то музыке, к какому-то творчеству. Вот, вам и люди эти будут интересны, кто-то действительно себя попробует, а кто-то вдохновится на что-то более интересное. Идет именно знакомство. И вот творчество. Творчество входит в вашу жизнь. Это приятные моменты, очень приятные. Так, ну-ка, признавайтесь, у кого взрослые дети, внуки. Здесь вам будет представлен жених, либо невеста. Вот как новый человечек появляется, новое лицо. Что меня смущает? Меня смущает, что вы... Может быть, вы просто не готовы к тому, что ваши дети, внуки выросли. Да, у вас прям как испуг идет. О боже, как это мой сын, да, либо мой внук жениться будет, а он же еще молод, да, либо там моя дочка, внучка. Вот. Не бойтесь этого момента, абсолютно не бойтесь. Дети, внуки растут быстро. Бойтесь лучше того, кто избранник. Вот этого надо бояться. А возраста не бойтесь. Смотрите, девочка либо мальчик, кто придет в вашу семью, вот именно знакомиться в качестве жениха или невесты, очень, кстати, неплохой. Вот, знаете, из нынешней молодежи очень даже неплохой, хорошо воспитанный, знает правила, этикет, как уважать взрослых, там, старших, да, все это прекрасно знает. Напуган ребенок будет похлеще, чем вы, вот честное слово. Поэтому старайтесь быть максимально приветливой хозяйкой, да, не пугайте еще больше, потому что нервы могут у молодого организма не выдержать, да, и ребеночек совсем там закроется, либо еще и убежит. А ваш потом будет вас обвинять, что ох, напугали мою невесту, либо напугали моего жениха. Вот, мои хорошие, поверьте, неплохой человек, очень даже неплохой. Да, молоденький, да, вот, но тем не менее. Будет вам сыночек, либо будет вам доченька. Все нормально, все хорошо. Все замечательно. Вот у кого-то, я вижу, отдельно отыграется, что девочка, дочка, либо внучка приведет взрослого мужчину, гораздо старше, чем она, мужчину очень опытного, мужчина, который был, возможно, в браке, у кого-то прям даже вдовец отыграется. Вот, и вы прям испугаетесь, что он такой взрослый, может быть, он как вы, да, ровесник вам. Вот, прям такой страх, что ух ты, взрослый дядька к нашей девочке пристал. Мои хорошие, вот вам совершенно нечего бояться. Вы с этим мужчиной пообщаетесь, ну, буквально 15 минут, и вы будете, ну, в шоке, в приятном шоке от того, что он такой умный, хороший, замечательный человек. Вот вам очень повезет, потому что этот мужчина, он не только вашу дочку, внучку будет любить, он ведь и вас будет любить. Вот появится мужик в доме, порядок наведет, там, ремонт сделает, что-то купит, там, туда-сюда. Вот так и оглянуться не успеете, и жить хорошо начнете благодаря этому мужчине. Он очень хороший, очень. Это прям тьфу-тьфу-тьфу, везение просто невероятное, да, вот, чтобы такого мужчину встретить. Так, на возраст не смотрите. Если слишком молод, не смотрите. Слишком стар, не смотрите. Поверьте, я вижу хороших людей, которые входят в вашу жизнь. Так, здесь у меня дама. Дама опытная, живет одна.
ни в чем не нуждается, никого не ждет, живет для себя со своими интересами, чем-то занимается, увлекается, ну, наслаждается жизнью. Вот. С каким-то мужчиной в интернете познакомиться. И знаете, и мир перевернется для этой дамы. И перевернется. Ой, а мужчина такой интересный, слушайте, он по возрасту старше, чем вы. Старше, ну, либо как вы, может, там пару лет старше, чем вы. Вот. А мужчина, вдовец, 100% вдовец, не разведенный, а именно вдовец, долго был один, очень похоже на вашу историю. Вот вы долго одна была, и он долго был один. Смотрите, какой он классный. Он, правда, живет далеко от вас, но это не беда, это не проблема. У вас такой шикарный роман начнется в интернете. Ой, девочки, кто не знает, как пользоваться, поверьте, вы будете просто профи. Да, неделя пройдет, и вы профи, Все умеете, все знаете, как интернетом пользоваться. Ой, он вам тут и стихи читать будет, и песни петь, и портрет ваш рисовать. Что он только не будет делать? Вот прям всю свою эту энергию мужскую на вас прольет, а вы, соответственно, свою женскую на него. Такие вы счастливые оба будете. Не просто вам будет, конечно, встретиться, но вы спешить не будете. Вам и так будет хорошо, да? Общаться каждый день, там, переписываться. У вас же постоянно вот эти камеры, там, что там, переписка, да, все это будет под руками. Так, прекрасно, просто прекрасно. Зря вы на себе там крестики рисовали, а ведь счастье, оно в любом возрасте доступно. Так что готовьтесь. Вот у вас вторая молодость идет. Причем очень счастливая. Так, мои хорошие, на этом все. Давайте на картах досмотрим вот этого нового мужчину. Что это за мужчина? Какие-то хоть подробности, хоть какие-то маленькие подробности. Вот песочек нам не сказал, может быть, оракулы нам покажет, что это за мужчина новый. Мужчина для брака. Кто он такой? Кто он такой? И что он такой? Ох, клевер, ну счастливый случай, слушайте. Боже, как же я за вас рада, мои хорошие. Ну это счастливый случай, для счастья, для семьи идет, для радости, для удовольствия. Подарок небес, девочки, это подарок небес для вас, за все ваши страдания, за всех тех мужиков, которые гулящие, непутевые, которые вас заставляли страдать. Так, мои хорошие, вот как я сказала, так оно и вышло, да. Знаете, этот мужчина, он с работой, он с деньгами, он с серьезными интересами вот по жизни идет. У него все схвачено, все организовано. Жизнь его, знаете, как и учила, и ломала, и заново там ему все создавала. Он опыта набрался, дай Боже. Все у него в руках горит, девочки. Огонь и воду прошел. Какие-то неприятности большие в жизни у него были. Он их, конечно, вам сразу не расскажет. Будете потихонечку узнавать, да, как на рыбалке выуживать из него информацию. Натерпелся и сам начудил. Ну, все в жизни было. Вот. Защитник идет. Защитник, добытчик и волевой мужик идет. Ох, волевой. Так, ну, самые главные аспекты у него есть. По знаку зодиака это земля, 100% земля. Вот такой, знаете, уверенно стоит на ногах, хозяйственник. Ну, таким жизнь его сделала. Тут все он на личном опыте испытал. Вот, вы его прошлому не удивляйтесь, не судите его за его прошлое ни в коем случае. Девочки, он все уже отработал. Все свои грехи, все свои ошибки он все уже отработал. Все, считайте, что вам усовершенствованная модель мужика пришла. Ну вот он, счастливый случай на семью, на брак, на будущее. Так, мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.